Ну, я хочу, во-первых, сказать, что наша семья – это была обычная советская семья интеллигенции. Да? Папа, мама, брат старший, я и младшая сестра. Родители у меня оба кандидаты наук. Папа технарь, сельхозник, он был директором ОКПТБ и зам директора по науке в институте сельского хозяйства, всю жизнь проработал. Кстати, да, и мама тоже всю жизнь проработала в одном месте. Она тоже кандидат наук филологических, она занималась изучением фольклора и работала в институте языка и литературы, как он тогда назывался. Да? Как говорит классик, да, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Это действительно так. Вот уже 17 лет прошло со дня смерти нашей мамы, и, конечно же, вот за это время многое уже переосмыслено, и я сейчас более отчетливо понимаю вот ту миссию, которую она на себя взяла. Потому что, для нас мама – это, конечно же, вкусная еда, это уютный чистый дом, это праздники, это гостеприимство, это много гостей. Это когда она за полчаса могла приготовить стол на 30 человек. Да? В общем, вот это такая вот как бы семейная жизнь необычная. Но в то же время она, конечно же, еще и была и научным сотрудником. То есть она занималась научной работой сначала в отделе фольклора, потом она занималась изучением, сейчас я вспомню, литературы советского периода, да, и, конечно же, самое главное – это пропаганда творчества Платона Алексеевича. Вот после реабилитации Платона Алексеевича она, наверное, это с подачи бабушки Акулины Николаевны, сразу начала вот эту вот активную деятельность по охране, по защите, восстановлению имени Платона Алексеевича. И вот уже после смерти бабушки, и, наверное, вот последние годы, когда бабушка уже болела, она взяла на себя вот эту миссию, да, когда нужно было действительно восстанавливать это имя. Потому что все-таки клеймо «враг народа» – это страшная вещь, и нам вообще трудно представить то время, когда, вот, допустим, если взять даже судьбу Акулины Николаевны, да, очень трагичная судьба. То есть у нее как бы разом в один день вот вся ее благополучная жизнь, она рухнула. И нужно было начинать с нуля, имея вот маленьких детей на руках, да, и буквально вот восстанавливать вот это все по крохам. И вот поэтому вот эта вот огромная миссия, знаете почему? Потому что вот когда, я сама лично, и вы, я думаю, да, когда мы смотрим на детей, внуков великих людей, мы всегда смотрим на них через призму этого человека. То есть мы всегда пытаемся что-то там увидеть, похоже, не похоже, какие там традиции, какие ценности у этого человека, да, и все равно это вот как-то вот незримым каким-то таким вот, не знаю, как облаком, да, такой аура это все равно стоит. И вот немногие люди могут это вынести, на самом деле, потому что все-таки великие люди, у них как бы своя миссия, да, у них свои какие-то вот планы, и вот дар их таланта, да, он настолько огромен, что он, это человек определенного масштаба, и он как бы вот существует в своем поле, да, действительно, как бы такие люди создают свое огромное такое информационное, энергетическое, что ли, поле, да, и вот это поле, кто попадает в него, и родственники, они все живут внутри этого поля, поэтому, тут, конечно, нужно соответствовать, безусловно, да, и вот мама, она с честью пронесла это, потому что постоянные были разъезды. То есть в месяц она там 3-4 раза уезжала куда-нибудь, и там ее не пугала ни дорога дальняя, ни вот эти вот по нашим тряскам, там, таким вот ужасным дорогам, там, распутицу, там, с разными приключениями. Она добиралась куда-нибудь, выступала, и потом приезжала вся такая вдохновленная, с сувенирами какими-то, и рассказывала нам, мы так смотрели, да, вот как люди живут. Вот. И
Ее часто приглашали и в школы, и в техникумы, и в университеты, поэтому вот эта ее публичная жизнь, она, конечно же, ну, отражена, может быть, даже в средствах массовой информации. Кстати, она очень много сама писала, да, и статей, и воспоминаний, она выступала и давала интервью на телевидении и так далее, да, то есть вот у нее была такая очень активная жизнь. Вот самые такие вот для меня, например, теплые воспоминания, это то, как она нам в детстве читала сказки Пушкина и потом Чуковского, причем она читала это все по памяти. То есть начинала читать по книжке, мы там смотрели лежа, да, а потом я вот так смотрю, а она рассказывает. То есть у нее была уникальная память, она Евгения Онегина почти всего наизусть знала. Она была очень эрудированным человеком и приучила нас решать кроссворды. Мы всей семьей решали кроссворды в огоньке, и в смене более трудные. И тогда информации было очень мало, поэтому самая читаемая книга у нас была «Большая советская энциклопедия». У мамы много дневников личных. Она вела дневник, каждый день записывала историю нашей семьи. Кто приходил, о чем говорили, какие у нее идеи, какие встречи, когда куда ездила. Да? Это вот история, наверное, не только нашей семьи, а вот если ее обобщить, то это будет история, наверное, вот всего того поколения, да, и жизни народа, ну, какой-то части, да. Поэтому это тоже требует осмысления, это надо, безусловно, как мне вот Лугинов Николай Алексеевич сказал, это надо все сначала записать и разделить на 3 группы. Это обязательно печатать, это немножко подкорректировать, да, это. А вот есть вещи, которые никогда нельзя печатать, потому что это личное. 6 сентября, вот вы знаете, да, у мамы была близкая подруга, тетя Катя Третьякова, и она каждый год, именно 6 сентября, вот после маминой смерти, звонила, и мы всегда как бы с ней долго разговаривали, да, то есть вот сейчас вот, к сожалению, людей, которые вот того поколения, осталось очень мало, да. Ну, а так, конечно, мы сейчас живем вот в разных как бы городах, сестра в Москве живет, поэтому мы просто перезваниваемся, да, вот, поэтому как бы, безусловно, мамин день, мы все его помним.